История России трагична и прекрасна, и каждый из многочисленных ее народов вписывает свои страницы в эту великую книгу. Летом 1914 года в Генеральном штабе российской армии долго думали, как их назвать. Вроде бы кавалеристы, но манера их верховой езды так отличалась от армейских стандартов. Назвать их казаками несправедливо и неверно. И тогда их назвали просто всадниками. И так в русской армии появилась Кавказская туземная добровольческая боевая единица. С легкой руки до шутливого слова тогдашнего российского главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Романова вошла она в российскую историю как дикая дивизия. В состав этой дивизии были включены полки чеченский, кабардинский, татарский, черкесский, дагестанский, а еще осетинская пехотная бригада, батарея донских казаков, пулеметчики балтийские матросы и, конечно, полк ингушский. Они носили черкесские папахи, свои привычные шашки и кинжалы, и воевать отправлялись на своих конях. Вот, например, если те, вот, насколько я слышал, мне говорили, рассказывали, вот когда набирали вот эту дикую дивизию, вот если с села там возьмут одного, двух, трех парней, вот больше внимания им уделяли, потому что им все село им как-то хотели помочь, и чтобы у них лучшая лошадь была, лучшее оружие для него, чтобы он действительно был примером. И вот таким образом у них и были лошади хорошие, и скакуны хорошие. Потому что они выбирали хороших лошадей. Конечно, это же правая рука. Вот лошадь и человек — это одно единое. Вот во время войны это же одно и то же. Потому что это все зависит от этой хорошей лошади. Даже если он получал ранение, она же с поля боя выносила. В Ингушетии нет ни одной семьи, чьи предки не воевали бы за Россию во всех войнах XIX и XX столетий. В Крыму бок о бок с матросами Павла Степановича Нахимова, на Балканах с солдатами Михаила Дмитриевича Скобелева, на сопках Манчжурии стремя в стремя с казаками генерала Самсонова. Первый ингуш Бейсер Бунху в 1877 году, защищая Шипку, воевали там ингуши, там сегодня стоит памятник этим ингушам, там есть их фамилии, имена, они были награждены царскими наградами, саблями, и вот там первые, как вам сказать, первые ингуши в то время защищали Болгарию. Евлоевы, Шибиловы, Мальсаговы, Костоевы, Маматиевы, Боровы, Гайдаборшевы, Албаковы, Албагачиевы, Мержоевы, целые династии георгиевских и аннинских кавалеров, корнеты и вахмистры, полковники и генералы, а вместе всадники. И особую гордость горцев дикой дивизии вызывало то, что командовал ими
брат Николая II, великий князь Михаил Романов. Легенды об отваге и лихости всадников дикой дивизии ходили по обе стороны фронтов Первой мировой. Нетрудно себе представить, что чувствовали стойкие и дисциплинированные германские солдаты, когда на их боевые порядки обрушивалась вот такая конная лавина. Интересно отметить высказывание известного генерала Врангеля, который, покоренный беззаветной храбростью воинов-горцев, называл их орлами, а атаки их даже называл своеобразными, даже употребил слово такие дерзкие, бешеные, значит, нацеленные на результат, на победу. Однажды, в разгар боев в Галиции, ингушский полк в лобовой атаке на голову разгромил так называемую железную